Ну а следующий сюжет смотреть натощак мы бы не советовали. Гигантский казан плова приготовили в центре Ташкента, 8 тонн. Но тут даже не важно, сколько приготовили, важен процесс. Наш корреспондент Олег Шишкин все увидел, записал, и аромат, говорит, просто незабываемый. Взять 1,5 тонны говядины, добавить полтонны баранины, 3 тонны моркови и пару тонн риса. Такой рецепт не встретишь ни в одной поваренной книге. Казан для такого плова диаметром более 4 метров специально отлили на местном металлургическом комбинате. Пока гигантская газовая горелка разогревает в казане 440 литров растительного масла, старейшины молятся. Ни одно благое дело, а приготовление плова определенно является таковым, в Узбекистане не начинается без молитвы. Секрет хорошего плова – это хорошая компания. И с чистым сердцем, с чистой душой готовят повара, и поэтому плов получается вкусный. В Узбекистане туристам рассказывают, что якобы еще в советские времена здесь задумали приготовить самый большой казан плова в мире. Но что-то не задалось. Сейчас, чтобы попасть в книгу рекордов, в Ташкенте собралось 50 поваров. Не только со всей республики, приехали даже из соседних государств. Ведь плов в Узбекистане – это больше, чем просто еда. Мы в Узбекистане с пловом рождаемся, и, можно сказать, с пловом растем, и, можно сказать, с пловом в последний путь проводим. Да? Начиная от рождения, заканчивая до конца, получается, мы с пловом. В Узбекистане готовят более 60 видов плова, причем ингредиенты практически одинаковые, а вкус разный. Согласно восточной традиции, плов готовят исключительно мужчины. Женщинам запрещено даже приближаться к казану. Сейчас первый этап приготовления плова, самое начало. В кипящее масло кладут мясо. Где-то через полчаса начнут в казан засыпать рис. Впрочем, время здесь понятие условное. Повара часто полагаются не на часы, а на внутреннее шестое чувство. В мгновение ока в казане появляется лук, а затем морковь. В такой ситуации каждая секунда на счету. Приготовление плова – центральное событие фестиваля узбекской культуры в Ташкенте. Масштабное мероприятие проходит впервые. Десятки концертных площадок, традиции и современность. Шоу канатоходцев из Ферганы. Точно так же, без страховки, почти на 4-метровой высоте выступали под открытым небом сотни лет назад гимнасты из передвижных цирков. Мы приехали из Ферганы, чтобы порадовать людей своим искусством. Все наши трюки взяты из представлений узбекских канатоходцев. Это наше национальное искусство. Восток – дело не только тонкое, но и очень вкусное. Прилавки ломятся от сладостей. Халва из Хорезма, Самарканда, Ферганы. Каждая область республики привезла на ярмарку свои товары. Чеканка из Бухары, ткани из знаменитого узбекского хлопка и цветные шали тончайшей пряжи из ангорской шерсти, изготовленные вручную. Видите, сколько это наши семейные работы, видите, все крючком вяжется, это все рисунки. Шумный восточный базар яркими красками переливается под солнцем. То ли ярмарка, то ли музей. Главное действующее лицо кукольных представлений – Насредин Афандер, герой восточного эпоса. По преданию, благодаря своей находчивости и смекалке, он выманивал деньги у богачей и раздавал их бедным. Среди гостей фестиваля известный актер Стивен Сигал. Он впервые в Ташкенте и первый раз в жизни попробовал плов. Плов потрясающий. Очень вкусно. Почти 6 часов повара не отходили от огромного казана. Итоговое взвешивание с помощью строительного крана. Представители книги рекордов официально зафиксировали результат – 7300 килограммов сытного и вкуснейшего плова. Часть приготовленной еды поступит в больницы и дома престарелых инвалидов. Уважение к старшим – еще одна восточная традиция. Олег Шишкин, Роман Хороленко, Никита Полуда, Светлана Ведяшкина, Первый канал, Узбекистан.